Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в историю Центральной Азии, а именно в начало IX века. Да, здравствуйте. И посмотрим на отношения двух, очень важных тогда народов – карлуков из Семиречья и енисейских кыргызов. Именно. У нас есть источники, которые намекают на дипломатию, торговлю, даже, возможно, родство. Вот попробуем разобраться в этих хитросплетениях. Да, период, надо сказать, был бурный. Там ведь Тибетская империя расширялась, и это, как ни странно, открывало новые пути для контактов прямо через Центральную Азию. То есть старые пути менялись, появлялись новые возможности. Совершенно верно. И вот как раз пути между Семиречьем и землями кыргызов на Енисее стали, более оживленными. Хорошо, давайте к конкретике. Источники упоминают дипломатические контакты, это где-то 20-е годы IX века. Что там было? Ну да, примерно в это время. И не просто обмен послами, очень активно заработала так называемая «Западная Кыргызская дорога». Западная Кыргызская дорога. Да, это, представьте, маршрут из Семиречья, потом через верховье Иртыша, через Алтайские горы и прямиком в Хакасско-Минусинскую котловину. То есть прямо в центр кыргызских земель. Именно. И это был путь и торговый, и дипломатический. И вот что интересно, источники говорят, что контролировали этот путь карлукские отряды. А что значит контролировали? В смысле, не пускали или, наоборот, обеспечивали проход? Скорее второе. Контроль — это порядок, это какая-то безопасность для караванов, так что, видимо, это было выгодно и самим карлукам, и тем, кто шел к кыргызам. Уже интересно. То есть какое-то взаимодействие, доверие уже было. Получается, что так. Но ведь есть еще кое-что совершенно удивительное. Петроглиф в Северной Хакасии. Говорят, там целое посольство высечено в камне. Это же как фотографии из прошлого. Точно. Это, просто поразительный памятник. На скале изображена целая процессия. Судя по всему, как раз из Семиречья ко двору кыргызского кагана. И что там видно? Кто в этой процессии? Исследователи разглядели там, во-первых, двух невест, явный намек на дипломатический брак, это тогда было обычным делом. Ну да, династические браки – классика дипломатии. Конечно. Рядом с ними служанка, потом трое артистов, видимо, развлекать при дворе, и два стражника для охраны. Похоже на то, что в китайских хрониках описывали. Там тоже бывало, что в посольство включали музыкантов, танцоров. Очень похоже, да. Такие дары были частью дипломатического этикета. Но ведь там, кажется, не только светские персонажи, были и фигуры, которые выделяются. Вот. Это, пожалуй, самое интригующее. В этой же процессии два манихейских священнослужителя. Манихейских. В Хакассии? Как они туда попали? Вот именно. Это прямо указывает на религиозные контакты. Между кем? Между сагдийцами-манихеями, которые были очень влиятельны в Семиречье, и енисейскими кыргызами. То есть манихейские проповедники использовали вот эти торговые, дипломатические пути. Похоже на то. Для своей, так сказать, миссионерской деятельности. И сам факт, что их включили в официальное посольство, вместе с невестами и артистами, это очень показательно. Да уж. Религия и политика, значит, шли совсем рядом. Рука об руку. Так что этот петроглиф — это действительно уникальное свидетельство такого вот смешения. Получается, это не просто картинка одного визита, это отражение чего-то большего, системных связей. Да, я думаю, именно так. Речь о давних и о прочных этнополитических связях. Карлуки и кыргызы, они были не просто соседи, они были союзниками. Особенно, когда у них был общий враг. Точно. Это особенно ярко проявилось чуть позже, в середине IX века, когда создавалось Кыргызское великодержавие. Вот их союз против уйгурского каганата — это был решающий фактор. Кыргызы победили уйгуров в 840 году, во многом благодаря этому союзу. Насколько крепким был этот союз? Есть какие-то маркеры, показывающие его важность? О да, есть очень яркий пример. Кыргызский каган Ажо, он ведь пошел на совершенно, такой беспрецедентный шаг. Какой же? Он провозгласил жену или дочь карлукского правителя. У него был титул Гелу-Шиху, ханшей, то есть царицей-соправительницей. Ханшей, ничего себе. Да, в кочевом мире это был, очень сильный политический жест. Это показывало высочайший статус союзника. Впечатляет. Значит, союзники, торговые партнеры, еще и династические браки.
А может, у этих связей корни еще глубже? Может, они вообще были родственниками? Такая гипотеза есть, и она довольно активно обсуждается. Некоторые ученые считают, что кыргызы и карлуки, они, возможно, изначально были частями какого-то одного, ну, скажем так, близкородственного племенного объединения. А на чем это основано? Ну, смотрите. Карлуки ведь пришли в Семиречье от Куга. С Алтая, с Иртыша — это было в VIII веке. Тот период так и называют «Карлукское время в Семиречье». А Алтай и Иртыш — это же регионы, связанные с ранней историей кыргызов? Вот именно. Очень тесно связанные. Плюс к этому считается, что карлукам были родственники и тюргеши. А с тюргешами карлуки, придя в Семиречье, тоже установили тесные связи. Так что да, версия об изначальном родстве, она имеет под собой некоторые основания. Получается, если все это сложить вместе, картина отношений карлуков и енисейских кыргызов в начале IX века — это что-то гораздо более сложное, чем просто жить рядом на карте. Абсолютно. Это была такая, знаете, многоуровневая система. Тут и дипломатия активная с браками, и торговля по важным путям, которые они вместе как-то регулировали, и крепкие военные союзы против общих врагов. И, возможно, общее прошлое. И, возможно, да, осознание какого-то давнего родства. И важно понимать, что эти связи, они же не возникли вот так вдруг в IX веке. Они складывались долго, и они очень сильно повлияли на всю дальнейшую историю Центральной Азии. И вот, наверное, финальный вопрос для размышления. Как вот эти древние союзы, культурные обмены, религиозные контакты, возможное родство, все то, что сплелось больше 1000 лет назад, как это могло, ну, скажем так, аукнуться в будущем? Хороший вопрос. Могло ли это повлиять на то, как формировались народы, государства в этом регионе позже, и, может быть, какие-то отголоски тех давних взаимодействий мы можем различить даже сегодня?